Ассаламу алейкум, друзья! Чечен Синдром приветствует вас на своем канале. Друзья, многие из вас, наверное, видели вот это видео. Это кадры чудесного спасения маленького ребенка. Было это в прошлом году в Париже. Тогда чернокожий парень по имени Мамаду Гасама из Мали вскарабкался по зданию на 5-й этаж и спас малыша. Позже, сам лично Эммануэль Макрон встретился с Мамаду Гасамой, пообещал выдать гражданство и предложил работу пожарным спасателям. Ну что ж, Мамаду можно только поздравить, и что ни говори, поступок парня является действительно достойным. Но странно то, что пока Мамаду поднимался, то все это время ребенка держал сосед, и в соцсетях активно ходила молва, что это была инсценировка. Ну да ладно, Аллах лучше знает. Между тем, года 3 назад произошел подобный случай. В то время в Париже были сильнейшие наводнения. 2 июня 2016 года, фотограф Мари Пилипюик ходила по парижским бульварам и снимала наводнения. С одного из мостов через реку Сена, она заметила пожилого мужчину, которого смыло в воду и который прилагал большие усилия, пытаясь выбраться на берег, но это ему не удавалось. В этот момент с берега в реку прыгнул парень, доплыл до тонущего, забрал у него рюкзак и помог добраться до берега. Спасенным оказался бездомный. Фотограф засняла всю эту сцену. Фотограф вспоминает: «Мне было так страшно, что когда он вынырнул, я подумала, что он мертв», признается Мари. Так кто же этот герой? Фотограф не посещает место спасения и теряет след героя-спасителя. Но она найдет его позже, благодаря Оливье, свидетелю в кепке, которого мы видим на ее фотографиях. Оливье, который одолжил свой телефон молодому человеку, найдет последнего по набранному номеру. Спасителем оказался, на тот момент 21-летний, чеченский парень Билал Бисултанов, который прибыл во Францию всего за неделю до этого. Билал покинул Чечню вместе со своей матерью, братом и сестрой. Их путешествие – обычная одиссея, которую переживают многие мигранты. С 2 чемоданами, они садятся в Грозном на микроавтобус, на котором они несколько дней едут в Беларусь, ну а оттуда в Польшу. Они проходят через лагерь беженцев и затем социальное жилье. Но семья все же решает уехать во Францию. Они используют контрабандистов, проезжают через Германию и прибывают в Париж 24 мая 2016 года. В 4 часа утра, после ночного сна на вокзале, Билал Бисултанов и его семья получают жилье на набережной Генри IV, в 4-м округе Парижа. Именно отсюда молодой мигрант видит 2 июня человека, пойманного в ловушку в результате разлива берегов Сены. Герой очень застенчиво рассказывает этот решающий момент: «Я гулял, когда увидел человека в беде, я решил спасти его. Сначала я немного колебался, но в итоге ничего не смог поделать с собой. После того, как спасение было завершено, служба спасения забирает Билала и доставляют его в больницу для плановых осмотров». На вопросы своей взволнованной матери по возвращению домой, Билал просто отвечает, что все нормально. Увы, его не принимал президент Франции, мэр Парижа не интересовался его проблемами. Он не стал знаменит на весь мир, как Мамаду Гасама. Билал Бисултанов сам прошел изнурительную процедуру натурализации и получил вид на жительство только в 2017 году. Друзья, это не единичный случай в Европе спасения нашими соотечественниками людей. Буквально в этом году Диана Адуева, чеченка по происхождению, проживающая во Франции, в городе Тулон, спасла тонущего ребенка, при этом не умея даже плавать. 8 июня Диана наблюдала за своими детьми на пляже. В этот день семья со своими друзьями и знакомыми приехала на пикник. «Я сидела и смотрела вдаль, в море», рассказывает Диана, «и мне показалось, что я вижу что-то плавающее. Сначала думала, что буй. Внезапно пораженная убеждением, что это совсем не буй, Она встает и пересекает песок. Диана была полностью одета. Она не купалась,
Она и не умела плавать. И к тому же она боялась воды. Ее сын был ошеломлен. Я видел свою мать в воде, и я был очень напуган. Я не знал, что происходит, говорит Турпалали на идеальном французском. В возрасте 8 лет, войдя в воду по туловище, Диана стала различать части тела ребенка. Не знаю, что со мной происходило, но я не могла ни кричать, ни звать на помощь. Как только я убедилась, что это ребенок, больше ни о чем не думая бросилась к нему. Я не знаю, откуда у меня взялась эта сила. Я забыла свой страх перед водой. Кое-как приблизившись к нему, я схватила его за ноги. Мои собственные ноги больше не касались дна. Я взяла его себе на грудь. Он был весь посиневшим. Диана тоже тогда наглоталась воды. В отчаянных усилиях Диане удалось вернуться на берег и прийти в себя. Но ребенок больше не дышал. Я хотела что-то сделать. Я начала сильно бить его по груди. Из его рта вышла пена. Затем подбежали мужчины и начали делать ребенку массаж сердца. У одного из мужчин наблюдались явные навыки медика. Диана говорит, что она чувствовала, что ребенок умирает. Двое мужчин кричали: «Мы не должны его отпускать, он должен жить», — говорит она. Паника покорила пляж. Затем ребенок задышал. Маленький, 3-годовалый мальчик выжил. Он справился невероятно хорошо. Спасатель дает объяснение. Он наглотался много воды, но, к счастью, он не захлебнулся ею. На следующий день Диана посетила госпиталь, чтобы проведать малыша. Этот ребенок отличался от того, которого я видела днем ранее, улыбается она. Кстати, спасенный мальчик тоже является чеченцем. Если бы этот ребенок не выжил, это было бы катастрофой для меня. В конце концов она признается, что потеряла ребенка при рождении. Спустя несколько дней, Диана и тот человек, что делал массаж сердца ребенку, вновь вернулись на тот самый пляж, чтобы вспомнить и обсудить тот печальный случай, чуть не закончившийся трагедией. Кстати, этот человек действительно оказался врачом. Диана выразила ему огромную благодарность за его старания по спасению малыша. А тот в свою очередь сказал, что если бы там не было Дианы, им не удалось бы спасти мальчика. И он снимает шляпу перед этой смелой и отважной женщиной. Диана, ее муж и 3 детей являются просителями убежища в этой стране. И я надеюсь, что власти этой страны примут во внимание героический поступок Дианы и примут положительное решение в отношении этой семьи. Друзья, а на этом все. Если вам понравилось и было интересно, то поддержите лайком. Ну а кто все еще не подписан, просьба подписаться. Спасибо вам всем и до новых встреч.